самое место, тот самый Гагрский стадион. Я поднялся специально на высоту птичьего полета. О, футбол дети играют. А в 92-м году играли в футбол совсем по-другому. Головами Гаграх играли, кикельскими головами футбол. Тот самый стадион, ничего не поменялось, ничего. Сейчас там детишки занимаются. Это такая история большая от Гагра. Колесо обозрения, красота. Но самое интересное, самое прикольное, вот что Гагринский стадион, тот самый знаменитый стадион. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы погасло. 22 сентября это был судный день Кикельтано. Как они говорили раньше, как они говорили, Мишвеле, Мишвеле. Вы на кикельском помогите, бичо. Вы сегодня многие болтаете, Кикелы, я Зирубат Баныч. Я имею в виду вот эти долбоебины, которые сидят здесь, грузинцы. Скажите, пожалуйста, почему сегодня большие проблемы у венгерского языка? Вы много говорите о том, что вы должны помочь братьям, там, кому вы хотите помочь, рано же такое. Себе помочь не хотите. Венгерцам помогите сохранить их язык. Потому что это большая проблема у Мигрела. Нормально, Паныч. Я никого не понимаю. Никого. А? Вы посмотрите, топонимы за то, что человек ругал Иракли Буки, его хотели посадить. На него наложили штраф. ЮНИСЕФ признала Россию, то есть мингрельский язык исчезающим. Вас красный, как его красную книгу записали, у вас язык все пиздец. Не будет скоро мигрельского языка. Здравствуйте. Кифор, так что, да, так что воспитывайте своих детей в своих традиционных культурах. Не надо сейчас нам рассказывать, какая у вас сильная любовь, блядь. К нам, к абхазцам. Ау, блядь. К нам, к абхазам. Мы один хер вам не поверим, мы не будем верить никогда. Потому что вы пиздите постоянно. А вот это свои шовинистические подходы, то, что вы нам болтаете, ходите. Нехер нам рассказывать. Наши дела, все хорошо. Добрый день, ребята. Я увидел видео, где армянка, девочка, извиняется и говорит о том, что она сожалеет, что станцевала грузинский танец и на территории Абхазии. Ей там было неприятно, она приносила свои извинения. Я больше чем уверен, что это привело, ее извинения привели к тому, что кто-то сказал, наверное, или надавил, или поругал. Я не знаю, за что она извинилась, но я вам хочу сказать один момент. Здесь в ТикТоке есть группа Невлайн, по-моему, ребята. Грузины, кстати, или мигрелы, я не знаю. Я паспорт их в руках не держал. Но точно видел ситуацию, что они ходят по Абхазии и танцуют грузинские танцы. Выкладывают, и там же им ставят лайки, там, я не знаю, ставят сердечки, пишут разного рода комменты, типа они молодцы, они волчары. Там, где я написал комментарий, ни один мой комментарий не сохранился, эти пацаны удаляют. У меня тут такой вопрос к вам, ко всем. Мое отношение именно касаемое за ингурским нашим недругом. Весь народ ни при чем, но и тем не менее. Я сейчас свою мысль вам донесу, я думаю, вы меня поймете. Кто дал вот этим пацанам двоим право ходить по Абхазии, точнее, танцевать в Гагре грузинский танец? Я сейчас элементы, вы после этого видео, моего обращения, вы увидите.
И кто вам дал право танцевать к вам, я обращаюсь вообще, авторы этих, блядь, видео. Вы кто такие, чтобы на нашей земле танцевать подобного рода танцы? И остаются незамеченными. Или у них какой-то статус, или у них, я не знаю, разрешение на эти танцы. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание. Невлайн так и называется серия, ну, в ТикТоке их никнейм. Зайдите и начните с первых страниц. И вы увидите, кто эти ребята. Я вам сейчас кусками выложу и покажу. Они танцуют в кафешках, они танцуют на свадьбах. Они делают контент и снимают в Грузии и выкладывают, как граждане Абхазии. Показывают в Батуми, как они танцуют. Показывают в Гагре, как они танцуют. Под грузинскую музыку. Что-то им никто замечания не делал. Или у них льготы какие-то, им можно. Давайте мы посмотрим все-таки момент и уже сделаем вывод. Так эта девочка что-то такое совершила? Или эти пацаны? Своими паспортами, нам похуй, вальяжно, вольготно. Садимся в машины. И давай вези, слушай меня вон туда, блядь, сука. Бах, повез, понял, по-старому. И вот так вот, короче, Жигули собрать. Я проехал 500 километров. А так, по факту, вам, ребятки кикерские, вообще не надо ничего доказывать. Вам единственное нужно доказать, сможете ли вы дружить с абхазами или нет. Больше ничего вам доказывать не нужно. Привет, Ромашка. Я готов закрутить. Сейчас и новый карус подогнали, понял, нового образца. Так что нормально все.